Что такое настоящий патриотизм и с чего он начинается? Во всех муниципалитетах Республики Коми проходят масштабные форумы «Гордость, уверенность, победа». 9 апреля мероприятие состоялось в Инте. В нем приняли участие все, кто радеет за судьбу своей малой родины, гордится ее достижениями и успехами земляков. Напомним, форумы во всех муниципалитетах проходят по инициативе временно исполняющего обязанности главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна. По мнению руководителя региона, на таких площадках можно вместе определить поводы для гордости, обсудить проблемы и выработать решения, которые приведут к новым победам. Уважаемые участники форума, гордость, уверенность, победа. Вы – золотой фонд нашей республики. Ваши дела и решения формируют тот духовный стержень, который зажигает огонь истинного патриотизма в сердцах земляков. Сегодня мы пишем новую главу истории Коми. Преображение наших городов, достижения спортсменов и ученых – это наша с вами общая гордость. При поддержке президента России Владимира Владимировича Путина и федеральных программ мы уверенно идем вперед. Наша сила не в обещаниях, а в реальных делах, которые видит каждый житель нашей республики. Да, проблем еще много, но только вместе мы их сможем решить. Наша цель – республика, где каждый с гордостью произносит «Я из Коми». Пусть этот форум станет кузницей идей для будущего нашей великой республики. Перемены начинаются с каждого из нас. В форуме, который состоял из нескольких блоков, приняли участие около 100 интинцев. Все с активной жизненной позицией, которых объединяют общие ценности и стремление сделать Приполярье территорией развития и созидания. Те, для кого понятия гордость, уверенность и победа не пустые слова. Гордость – это то, что мы испытываем, когда говорим о наших земляках. О тех, кто сегодня защищает интересы страны. О людях труда, о предпринимателях, создающих рабочие места. О волонтерах, чье неравнодушие меняет жизнь вокруг нас. Мы гордимся нашей историей и нашими сегодняшними достижениями. Чувство Родины – это чувство патриотизма. С детства нас учат, что не надо громко называть себя патриотом. Надо просто любить то место, где родился, где живешь, гордиться им. Когда мы вырастаем, то делаем открытия, которые заставляют нас гордиться своей Родиной. Сегодня это чувство у нас вызывает все, кто борется с неофашизмом. Во-первых, сотни жителей нашего муниципального округа непосредственно принимают участие в боевых действиях. Это контрактники, мобилизованные в составе российской армии и Росгвардии. Немало наших земляков находится на фронте в составе различных добровольческих формирований, государственных компаний. Их семьям оказывается внимание и поддержка со стороны социальных органов, администрации, депутатов, общественных организаций, волонтеров. Конечно, информация о гибели каждого сына нашей маленькой Инты воспринимается очень тяжело. Даже вот не могу. Но мы знаем поименно наших героев и выражаем соболезнования их семьям и близким, стараемся сохранить память о каждом. Во-первых, общественные организации, муниципальные учреждения, отдельные жители активно откликнулись на проблемы материального обеспечения военных, находящихся в зоне специальной военной операции. Организации, предприниматели и частные лица собирают и продают на нужды фронта технические устройства, защитные средства, теплую одежду, транспорт и многое другое. Поддержка наших солдат носит разнообразный характер. Дети пишут письма, женщины вяжут теплые носки, плетут маскировочные сети, изготавливают сухие души, тактические браслеты, окопные свечи и специальные спички длительного горения. В Инте вопросами сбора доставки гуманитарной помощи активно занимается несколько учреждений, но, несомненно, основную роль играет ДСАФ России. После начала специальной военной операции мы открыли благотворительный счет, куда интинцы могут перечислять любые суммы на поддержку наших бойцов. Свои сборы ведут ветераны, которые еженедельно устраивают День стольника. Знаю, что многие интинцы помогают напрямую бойцам. Многие предприниматели даже помогают непосредственным подразделениям. Сейчас уже не представляется возможным назвать общую сумму собранных денежных средств. Она очень большая. Помощь исчисляется миллионами рублей. Но интинцы готовы продолжать поддерживать бойцов морально и материально, лишь бы приблизить нашу победу. Гордость – это то чувство, которое мы испытываем, говоря о наших родителях, старожилах Инты, которые однажды выбрали для себя этот компактный маленький город и сделали все, чтобы
прославить его за пределами республики, побеждая в соцсоревнованиях, благоустраивая улицы и дворы. Григорий Николаев пожелал всем участникам форума плодотворной работы, интересных дискуссий и, главное, практических результатов, которые каждый сможет применить на благо Приполярья. После чего интинцы приступили к деловой игре. По задумке организаторов мероприятия, командам необходимо было принять участие в настоящем мозговом штурме, ответив на несколько простых, но очень важных вопросов. Рассказать, что их объединяет, и назвать несколько поводов для гордости за свой муниципалитет и республику. Хочу сказать, что для нас понятие «гордость» мы, в общем-то, много не думали. Есть гимн Инты, и там все написано. Гордимся тем, совершенно верно, что родом из Инты. Поэтому для нас гордость – это то, что мы из Инты. Что нас объединяет? Ну, наверное, нас объединяет то, что мы все интинцы, мы все любим свой город, мы гордимся достижениями наших предков, мы очень хотим, чтобы город этот развивался, чтобы здесь было много-много-много маленьких интинцев, мы их очень любим. И чем мы гордимся вообще, да? Во-первых, 3 повода для гордости за муниципальное образование. Это наши замечательные люди, это наша прекрасная, ни с чем не сравнимая природа. И то, что вот такой момент, наверное, действительно, Александра сказала, что вот она в Сыктывкаре, из Сыктывкара приехала, это не каждый замечает, но тем не менее мы остановились на таком понятии, что мы чувствуем себя защищенными. Мы живем здесь спокойно. Это очень немаловажно сейчас. Что 3 повода для гордости за республику. Это, конечно, масштаб республики. Она огромна, она красива. Это ее природные богатства. И, конечно, еще то, что республика наша многонациональна. Чем мы горды? Тем, что мы золотое сердце Коми. Это естественно. 3 повода для гордости за наш муниципальный округ. Это же, конечно, наш интинский характер и живое слияние поколений, как взрослого, так и подрастающего сейчас. Это, конечно же, второе, интинская архитектура, которая уникальная в нашем городе. И выдающиеся люди, которые прославляли нашу Инту за все ее время существования. 3 повода для гордости за республику. Это неповторимая природа национального парка Юг-2, которая идет на протяжении всей республики. Богатство недр республики Коми – это нефть, газ, уголь, золото и, конечно же, другие полезные ископаемые. И, конечно же, наши спортивные достижения, которые несут в республику только призовые места. Что касается муниципалитета, мы решили, что это уровень образования и культуры, спортивные достижения наших детей. Это чистый и освещенный город, самый, наверное, чистый в республике. Мы возьмем на себя такую ответственность. Это сохранение традиционной культуры и форм хозяйствования оленеводов. Развиваются предприятия переработки оленины на территории нашего города. Что касается поводов гордости за республику, это в первую очередь большая территория и уникальность нашей природы. Это характер и гостеприимность жителей нашей республики. И несмотря на то, что у нас много национальностей, мы дружно друг с другом живем. Объединяет нас прежде всего наша гражданская активность. Мы интинцы, и нас объединяет героическое прошлое, достойное настоящее и уверенное будущее. Чем мы гордимся в городе? Это, конечно же, его богатая история, уникальная архитектура и неравнодушные жители. Ну а в республике мы, конечно, гордимся ресурсами, уникальной природой и неиссякаемым человеческим потенциалом. Что для нас значит гордость? Гордость – это, конечно, для нас история нашего города. Наш город объединяет наш город, любовь к нему. Ну и, конечно, у нас есть такая особенность – это национальность интинцы.
Что для нас, чем мы гордимся? Это дети, люди нашего города, ну а республика – это культура и традиции нашей республики. Для гордости у нас за муниципалитет это люди, уникальная природа нашего района, ну и, конечно же, история нашего города. А для республики это бескрайний север, богатство недр республики и олимпийские чемпионы нашей республики Коми. Наша команда называется «Интиночки». Что нас объединяет? Это в первую очередь любовь к городу и общее дело, мы готовы менять наш город к лучшему. Дальше, чем мы гордимся? Один личный повод для гордости. Это те цели, которые мы поставили перед собой и добились их. Второе. Гордость за муниципалитет. Это те достижения, которые дает муниципалитет для развития молодежи нашего города. И третий повод для гордости за республику. Город людей с большой душой. Дальше. 3 повода гордости за муниципалитет. Мы гордимся теми людьми, которые стояли у истока нашего города, и людьми, которые в настоящее время прославляют наш город на различных уровнях. Широкие возможности развития культуры, спорта и образования. И 3 повода для гордости за республику – это сохранение и развитие национальных традиций, богатство природных ресурсов и в то же время сохранение природы и стремление к развитию и процветанию. Вы вылавливаете очень глубокие смыслы, и очень важно, чтобы вы эти смыслы несли дальше. Рассказывали своим друзьям, рассказывали своим близким и знакомым то, чем на самом деле живет Республика Коми, чем мы можем гордиться. И самое главное, помимо отдачи информации, очень важно собирать о них эту информацию. Да, узнавать о тех проблемах, которые волнуют наших соседей. И самое важное, выступать для них мостиком между властью, да, и обществом. Это достаточно серьезная миссия, и я думаю, председатель муниципальной общественной палаты не даст соврать, это достаточно сложная работа. И чем больше нас с вами в этой команде, тем быстрее мы сможем преодолеть те трудности, те вызовы, которые перед нами стоят. Очень важно, что мы с вами обладаем специальными знаниями, не только по своей профессии. Я увидела здесь очень важно и сделала вам комплимент. Вы обладаете важнейшим знанием и навыком умения общаться. Ведь это очень редкий навык в современном мире, потому что все ушли в социальные сети и интернет. Да, это, с одной стороны, очень хороший инструмент, упрощающий нашу жизнь, а с другой стороны, это серьезная угроза, и нам нужно с ней справляться. Очень важно, что мы с вами, помимо того, что сами обладаем какими-то навыками, мы должны передавать этот опыт и дальше. Несмотря на юный возраст, да, и сейчас я безумно обожаю молодежь только потому, что они быстрее нас, они намного быстрее воспринимают те новые технологии, которые появляются каждый день, и они умеют нас этому научить. Поэтому не стесняйтесь, передавайте свои потрясающие навыки. Учите людей общаться, это очень важно. В ходе форума участники поднимали разные темы для дискуссий. Особое внимание уделили патриотизму и героям, живущим среди нас, которых мы встречаем постоянно, не догадываясь, какой важный поступок или подвиг они совершили однажды или совершают каждый день. Мне повезло, я работаю с молодежью, я работаю со студентами, поэтому мы постоянно говорим о подвигах, о гордости, о наших людях, которые приближают победу, которые делают нашу жизнь лучше, в том числе наши почетные жители Инты. Ну и вообще, я считаю, что у нас очень много поводов для гордости. И сегодня мы в очередной раз в этом убедились, когда собрались на такой площадке для нашего города. Это здорово, это классно, когда мы в такой большой коллаборации смогли поучаствовать в обсуждении, находили смыслы, находили проекты, находили точки роста, но и помимо точек роста мы находили проблемные места, которые стоит проработать. Было здорово пообщаться в таком формате. Во-первых, это открытая площадка, в том числе и с бизнесом, и с представителями органов власти. И, конечно же, с молодежью было на самом деле плодотворно, очень хорошо. Пусть это будет чаще. Форум замечательный, и спасибо организаторам за то, что организовали именно в нашем городе и собрали такое большое количество участников. Форум дает, конечно же, многое.
Во-первых, получаешь опыт от общения в первую очередь. Конечно, в обыденной жизни мы общаемся, но общаемся точечно, можно сказать, по той или иной проблеме, когда необходимо ее решить. А сегодня в рамках этого форума мы более глобально и тесно, скажем так, пообщались за круглым столом в своей команде, выслушали мнение команд других, то есть наших оппонентов. Все это дает только, наверное, общий положительный результат на будущее. На форуме присутствует много интинцев. Нас разделили по столам. Я находилась весь день в замечательной компании. И было очень приятно общаться. И в процессе работы мы не успеваем поделиться эмоциями. А тут мы все 8 часов общались, делились. С радостью узнала, что в городе есть в умах наших людей, есть новые проекты. Может быть, они найдут воплощение, и в Инте откроются новые организации, новые предприятия. И, конечно же, мы любим наш город и хотим здесь остаться жить, и чтобы наши дети здесь жили. Поэтому будем делать все, что от нас зависит, все, что мы можем, и придем к хорошему результату. Мне было очень интересно принять в нем участие и вместе с общественниками, вместе с депутатами, вместе с лидерами общественного мнения поучаствовать в форуме, поделиться опытом, узнать что-то новое, интересное, посмотреть, как люди общаются, мыслят. Да, и такой форум полезен как и взрослым, так и молодежи. И сегодня в форуме также приняли участие молодые люди, это участники движения первых из колледжа. И хотел бы, чтобы такие форумы проходили во всех муниципалитетах, чтобы мы выражали свои эмоции, выражали свои инициативы, и эти инициативы были поддержаны. У нас в городе состоялось действительно грандиозное событие, давно такого не было, и видно поначалу и вообще по самому проведению этого мероприятия, что люди готовы и хотят общаться. Этого очень не хватает, зачастую мы сейчас как-то увлечены своими делами, направлениями, а здесь это замечательная площадка для того, чтобы поделиться своими мнениями, понять, чем же мы все-таки гордимся, услышать, чем гордятся наши коллеги, с которыми мы работаем рядом, с которыми мы вместе проводим время. Вот, поэтому форум замечательный. Это возможность, еще раз подчеркну, не только понять, чем мы гордимся, но и ощутить ту уверенность, которая дает нам возможность двигаться к новым победам. Расширенный репортаж о прошедшем в Инте патриотическом форуме «Гордость, уверенность, победа» смотрите в одном из эфиров 5 канала.